следующем году республика отметит 3 юбилея. 100 лет Чувашскому драматическому театру, 125 лет со дня рождения его основателя, режиссера Иоакима Максимова-Кошкинского, и 115 лет исполнилось бы первой чувашской киноактрисе Тане Юн. Как готовиться к круглым датам в республике, расскажет моя коллега Валентина Алексеева. Не было бы их, вряд ли появились бы первые чувашские фильмы и тот драмтеатр, который мы теперь знаем. Супруги Максимова-Кошкинские в начале прошлого века стояли у истоков культурной революции. В 1918-м Иоаким Максимов-Кошкинский в Казани вместе с группой энтузиастов организовал Чувашский советский передвижной театр. Впоследствии он переехал в Чебоксары и стал государственным драматическим. Учиться в студию при театре пришла одаренная и целеустремленная девушка из Ядринского района Татьяна Бурашникова. Вскоре она стала не просто супругой режиссера, но и первой чувашской киноактрисой, известной под псевдонимом Тани Юн. А родилась Татьяна в деревне Чербай в крестьянской семье. Сейчас ее родственников здесь уже не осталось, но есть люди, которые помнят, как актриса приезжала в Ядринский район на семейные праздники. Она светлая, позитивная, красивая была, разговорчивая. К 115-летию со дня рождения Тани Юн районные власти хотят установить на малой родине актрисы памятную доску. На месте, где родилась и жила Тани Юн, сейчас находятся уже другие хозяева, дом не сохранился. Но мы постараемся, я думаю, что мы это сможем сделать, установить там памятную плиту. А в этой церкви, уверяют местные жители, Татьяну крестили. Вообще село Балдаево сыграло важную роль в жизни актрисы. Здесь она впервые вышла на сцену. Память об этом сельчане увековечили. А вот в Чебоксарах пока нет памятника семье Максимовых-Кошкинских. И в год столетия Чувашского драмтеатра это нужно исправить, считают деятели культуры и искусства. Я считаю, что надо Чувашии поставить им памятник. Обязательно, чтобы были 2 стелы. На одной стеле надо указать, какие фильмы им созданы. И на другой стеле, какие спектакли были поставлены на сцене Чувашского драматического театра. Иоаким Максимов-Кошкинский и Тани Юн вместе создали киностудию «Чувашкино». Первые художественные и документальные фильмы в нашей республике. Самыми успешными стали «Черный столб» и «Сарпеге». Они выходили даже в европейский прокат. Но после того, как супругов репрессировали, практически все их работы были уничтожены. Поэтому, говорят в Чебоксарах, так важно увековечить память известного режиссера и первой чувашской киноактрисы. Тем более, что в следующем году республика отметит их юбилеи. Валентина Алексеева, Алексей Енекин, Александр Яковлев, Виктор Степанов. Вести Чувашия.